Гафулов, многие его здесь знают, бывший наш таможенник квалифицированный. А второй портфель блока энергетики и инфраструктуры получил бывший замминистра экономики Данил Ибраев, Данил Турсунбекович Ибраев, я тоже думаю, что присутствующие здесь многие его знают. Он сегодня как раз прилетел в Бишкек, потому что завтра будет проходить консультативный комитет Евразийской комиссии по транспорту. Поэтому ряд вопросов, которые сегодня будут заострены, как раз таки имеют большой шанс попасть туда на обсуждение. Так что я думаю, что сегодняшний комитет и подкомитет будут носить характер прикладной и предметный. Поэтому я прошу сконцентрироваться на очень точных формулировках, которые пойдут на уровень 5 министров, точнее представителей 5 министерств транспорта, которые завтра в 10:30 начнут обсуждать свои вопросы вместе с Минтранскомом Кыргызстана в отеле Golden Tulip. Поэтому кратко о повестке дня. То есть Таланбек расскажет о результатах обращений подкомитетов по тем проблемам, которые уже были. Также второй блок, по которому мы должны проработать, проблемы по перевозке импортных грузов из третьих стран в Кыргызстан транзитом через территорию стран, которые входят в Евразийский экономический союз. Отдельный третий блок – это аналогичные проблемы по третьим странам, которые не входят в Евразийский экономический союз. Это Иран, Туркменистан, Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан. И, собственно, в рубрике «Разное» тоже будет несколько вопросов важных, которые мы тоже обсуждали, которые вызывают озабоченность наших партнеров в России, в Казахстане, по книжкам МТП, по частным предпринимателям в частности. И, собственно, подготовка обращения премьер-министру Казахстана, которая позволит, наверное, каким-то образом исправить ситуацию. Поэтому я хотел бы предоставить слово Ивану Гудумбековичу. Спасибо большое, уважаемые участники заседания. Я рад вас всех приветствовать в торгово-промышленной палате Кыргызской республики. Одной из главных функций нашей организации является поддержка бизнеса во всех направлениях, в первую очередь таких как государство, частный диалог, продвижение экспорта, импорта. Я хочу отметить один момент, что мы являемся мультисекторальной организацией, и если мы будем открыто от имени аппарата палаты выступать за какие-то отрасли отдельные, то мы можем, в принципе, получить конфликт. Поэтому для этого, чтобы учесть интересы всех отраслей, мы создаем такие внутрипалатные структуры, как комитеты, которые, в принципе, вводим на самый высокий уровень для построения диалога с правительством, диалога ветвями власти. На последнее время очень часто обращаются предприниматели по проблемам транзита. После вступления в Евразийский экономический союз это становится актуально. Все ожидали, что будут внутренние перевозки препятствий, но, к сожалению, в силу последних решений со стороны Российской Федерации, связанных с санкциями против определенных стран, сейчас это усугубилось, и мы решили активизировать наш подкомитет по транспорту и логистике, который, в принципе, очень остро ставит эти вопросы, и мы помогаем продвигать их на самом высоком уровне. Поэтому я хотел бы вам всем сегодня пожелать успеха в работе. Я думаю, очень своевременно проводится заседание, потому что мы имеем сейчас прямой контакт с нашим министром, членом коллегии Евразийской экономической комиссии, господином Ибраевым. И я думаю, сейчас очень важно будет передать тот посыл, который мы сегодня образуем здесь, для понимания ситуации, дальнейшего продвижения интересов наших транспортников. Поэтому спасибо за слово, я думаю, дальше в рабочем порядке. Здравствуйте. Присутствующие на этом заседании. Я представляю интересы перевозчиков и логистов Кыргызстана. У нас достигнуто раньше, вот как в инвестиционном совете было подняты вопросы
нас есть несколько таких нерешенных вопросов именно по логистике, которые связаны с Евразийским Союзом и по Кыргызстану, который из третьих стран возится грузы. Из этих я бы хотел отметить проблема именно по транзитам, входящих транзитных грузов, выходящих из Турции и Украины через территорию Российской Федерации. По этому поводу наряду с перевозчиками страдают и отечественные производители, чья производственная деятельность так и иначе связана с Турцией или с Украиной. В частности, это вопросы доставки сырья и либо запчастных, либо запасных частей оборудования производственного произведенного из вышеуказанных стран. Потом еще у нас в основном у перевозчиков самая глобальная проблема на данное время получается из-за событий России с Турцией. После этого у нас получается этот коридор частично закрыт в одну сторону. Мы хотели открыть второй коридор, но там препятствия с визами, проблемы Туркменистана и Ирана. Сейчас получить визу перевозчикам с Туркменистана и Ирана очень трудно. Срок получения транзитной визы Ирана и Туркменистана для водителей в основном рассмотрение виз продлевается около 4-10 дней. Это как минимум. И стоимость виз до $535. Это 6-месячная многократная виза. Туркменистан, да? Туркменистан, это получается. Потом еще этот вопрос поднимает по Тиркарнету, по МДП. Здесь есть присутствующие представители АМАПа. Вот многие перевозчики поднимают вопрос необоснованные высокие цены за книжки МДП. Официальная стоимость одной книжки МДП Тиркарнет, который у нас составляет $210, к примеру, в Республике Казахстан стоит эта книжка $110. Это на $100 дешевле. А во многих странах мира стоимость Тиркарнета не превышает $110. Сегодня это одна из основных проблем всех перевозчиков Кыргызстана. И также существует такая проблема внутри Кыргызстана. Удостоверение МСАТ. Это перевозчики, водители получают у них удостоверение. Это учебный центр АМАПа, который проблема состоит в цене, сроке действия вышеуказанного удостоверения. Так, удостоверение о прохождении курса по подготовке водителя по международным автомобильным перевозкам действительно в течение лишь 1 года, а прохождение курса стоит 4000 сом. Это каждый год водитель должен обновить свое удостоверение, каждый год должен платить по 4000 сом. Это по Кыргызстану в году где-то около 40-45 тысяч только международные перевозки осуществляется. Только по Тиркарнету. Это уже официально, если по Тиркарнету, а по СМР, по товаротранспортной накладной, это в основном Россия, Казахстан, это уже там статистика не ведется. Это только по Тиркарнету статистика дает. Потом еще связаны проблемы с Казахстаном. В последнее время у наших перевозчиков появилась такая проблема, связанная с разрешительными бланками в и из третьих стран Республики Казахстан. Суть проблемы состоит в том, что органы транспортного контроля Республики Казахстан штрафуют иностранных перевозчиков, то есть нас, которые, загрузившись на территории Казахстана, выехали в третью страну, к примеру, в Германию, загрузившись не в Германии, а, к примеру, с Австрии, выехали обратно в Казахстан, мотивируя свои действия тем, что перевозчик должен был загрузить груз в той стране, в которую доставил груз из Казахстана.
Это по всему миру практикуется. В из третьих стран это страну не указывает. Он может перевести груз непосредственно откуда он найдет груз. Если с Евразийского союза, если доставил груз в Германию, потом обратно нашел груз с Польши или с Чехии, он может непосредственно непрепятственно должен довести этот груз. Но здесь появился такая проблема, что внутри Казахстана, когда выдавали разрешительные документы, у них свое положение есть. Это, я думаю, никаким международным нормативам не подходит. В данное время около 10-15 машин стоит на штрафстоянках и ожидает суда. Как будет дальнейшая их судьба, не знает никто. Это надо решить, потому что когда выдавали дозволы, разрешительные документы, ни одного перевозчика не предупреждали, не сказали, что внутри Казахстана действует такое правило или нормативные свои законы, но, не зная, наши перевозчики осуществили эту перевозку, но сейчас в данное время ожидают решения суда. Вот такие у нас проблемы. И в дальнейшем, как мы будем двигаться в рамках ЕАЭС, это уже очень такой вопрос, как возможно это решить на уровне министерств или других органов. Это надо будет уже поднимать вопрос там, где решаются эти вопросы в двухстороннем или трехстороннем порядке. Вот. Еще такая большая проблема у наших перевозчиков, именно связана с Узбекистаном. Это уже надо будет в Министерстве транспорта рассмотреть двухсторонние соглашения с Узбекистаном. Потому что наши перевозчики имеют право только проехать транзитом через Республику Узбекистан. А получить груз или доставить груз из Кыргызстана или из других стран они не имеют никаких прав. А узбекские перевозчики беспрепятственно заезжают на нашу территорию с грузом и также беспрепятственно могут выехать с грузом в Узбекистан или в третьи страны. У нас никаких препятствий нет. В этом случае мы какие-то должны рычаги свои или двухсторонним соглашением надо пересмотреть. В дальнейшем, как мы будем работать. Перевозчики, к сожалению, не смогли этот груз доставить до Узбекистана, потому что у нас, оказывается, нет разрешительных документов. Узбекистан просто не может не принять эти грузы. И обратно может отправить или арестовать. Еще вопрос по КПП. Карамык. КПП Карамык, это получается она двухсторонний проходной пункт, но, к сожалению, в данное время по каким-то причинам наши власти разрешают таджикским перевозчикам проезжать из КПП Карамык. Известно, что через пропускной пункт Карамык проезжает из третьих стран в Таджикистан. Это в основном из Китая грузы проезжают в Таджикистан. Тогда по договоренности проезд разрешен только через пропускной пункт Кызылбек. Просим выяснить и поставить на контроль соответствующих органов данный вопрос. Потому что это тоже очень важно. Стратегически нам это пропускной пункт это очень большую роль играет для наших перевозчиков. Это, наверное, относится к Министерству транспорта. В основном у меня проблемы и эти вопросы были, но еще дополнение. Давайте я, если можно. Значит, в январе 2016 года на этот вопрос по транзиту грузов через территорию
Российской Федерации и Казахстан. Грузоследующих из Турции, из Украины ставили на уровень Министерства экономики. У нас было большое совещание Минэкономики. И были определены четкие цели, задачи и сроки. Но, к сожалению, мы не получили ожидаемого результата. И как следствие вывели этот вопрос на уровень премьер-министра. Мы участвовали на заседании Инвестиционного совета при правительстве Кыргызской Республики. И, значит, 25 февраля состоялось. Талант делал доклад по этому вопросу. И в части этих вопросов было дано задание следующим министерствам и ведомствам. Министерство экономики Кыргызской Республики двухнедельный срок разработать и внести аппарат правительства проект поручения Евразийскую экономическую комиссию для включения в повестки дня. Для заседания коллегии вопрос о рассмотрении проблем транзита из Турецкой Республики, Республики Украины в Кыргызскую Республику. Значит, сроки были выдержаны. Сейчас мы получили отчет от Министерства экономики, что это было выполнено. Значит, я хотел бы зачитать для вашего понимания, что в рамках Евразийской экономической комиссии рассматривается вопрос выработки механизма взаимодействия государств-членов ЕС при применении одним из государств в одностороннем порядке специальных экономических мер. Здесь имеется в виду санкции. Да? Я хочу напомнить, что с 1 января 2016 года действует постановление президента Российской Федерации о ограничении транзита через Российскую Федерацию грузов, следующих из Турции, Украины, в Республику Казахстан. Там нет вообще ни слова о Кыргызстане, нет в этом указе прямого действия в отношении Кыргызстана, но однако же мы уже, получается, испытываем проблемы в этом плане. Кыргызская республика предложила провести анализ имеющихся проблем, связанных с введением в одностороннем порядке специальных экономических мер. Кроме того, было предложено разработать международное соглашение, участниками которого выступают все государства-члены ЕС. 12 января на заседании Совета ЕЭК было принято распоряжение о формировании рабочей группы высокого уровня по разработке механизма взаимодействия государств-членов ЕЭК при применении одним из государств в одностороннем порядке специальных экономических мер. То есть на сегодня, к сожалению, отсутствует такой механизм. То есть Россия вводит в одностороннем порядке санкции в отношении Украины и Турецкой Республики, а получается, другие члены Союза испытывают проблемы. В настоящее время сформирована данная рабочая группа, и согласно вышеуказанному распоряжению рабочей группы необходимо до 30 марта 2016 года представить для рассмотрения на заседании Совета комиссии проект решения Евразийского межправительственного совета, содержащий соответствующий механизм взаимодействия уполномоченных органов государств-членов при применении одним из государств в одностороннем порядке специальных экономических мер. То есть, по сути, вчера рабочая группа должна была презентовать этот механизм и довести до всех участников. Ну, насколько я понимаю, Влад Павлович, кажется, еще решения нет по этому вопросу. Поэтому мы обязуемся при получении этого документа обязательно вас всех проинформировать. Если нужно, давайте мы еще раз соберемся, проведем разбор документа, да, чтобы выработать для себя понимание, как будет действовать этот механизм, когда одна из стран применяет санкции против других, а другие страны, получается, испытывают какие-то проблемы. В общем, я думаю, по этому вопросу будем ждать тогда ответа Евразийской экономической комиссии, и я думаю, в дальнейшем мы обязательно будем этот вопрос на контроле держать и проинформируем, да, через комитет. Я хотел добавить, что при формировании Евразийского экономического союза старались очень аккуратно отделить политическую составляющую. Помните выступление Нурсултана Абишевича Назарбаева, когда он сказал, что создаваемый Евразийский союз – это экономическое объединение, что он не носит характер потери суверенитета. На тот момент это было правильное решение. Я считаю, что действительно Евразийский экономический союз – это в первую очередь интеграционное экономическое объединение.
и оно не носит характер как бы, давления на суверенитет стран. Но та ситуация, с которой мы столкнулись, она действительно очень сложная. Вы же видите, как сегодняшняя Россия реализует свои геополитические интересы, зачастую используя такие вот методы, как введение санкций, контрсанкций и так далее. И действительно, транспорт и энергетика оказались с наибольшим количеством изъятий, и имеется в виду формирование общего рынка, оказались с наибольшим количеством изъятий. В частности, по энергетике, например, общий рынок будет сформирован там, в лучшем случае в 2025 году. По транспорту, по многим блокам тоже заложены сроки. 2018 год, 2019 год. Потому что это очень сложные вопросы на самом деле. Опять же, если следовать логике автоперевозчиков, вот, либерализовать все, поверьте, на следующий день белорусские перевозчики здесь всех разорвут нас. Потому что их удельно, как мы сидели, шутили, что у них автотранспортных средств, как у нас баранов, честно, на душу населения. Там, какая там пропорция? 12 тысяч автотранспортных средств. Больше. То есть, видите, как бы вот либерализация такая штука, она обоюдоосная. Если ты в одну сторону опускаешь, оно потом тебе возвращается бумерангом. Поэтому к этому вопросу нужно подходить очень аккуратно, и действительно такая ситуация возникла, ее решают в Евразийской комиссии, но опять же, если было бы легко и просто, было бы легко и просто, как есть, говорю. Учитывая, что и Евразийская экономическая комиссия это орган больше, наверное, совещательный, рекомендательный и так далее, мы не можем позвонить Владимиру Владимировичу Путину и сказать, снимите санкции, вот у нас, понимаешь ли, турецкие застройщики в Бишкеке страдают от того, что не могут привести в мониторинг. Я к чему? Тут есть представители импортеров товаров из Турции и Украины. Есть? Потому что мы приглашали. Вот к экспорту мы вернемся. По импорту. Кто из... Вы что-то везете? Что вы везете? Что за компания вы представьте, пожалуйста? Смотрите, мы отопительным уровнем занимаемся. Уже в течение шли последний момент через Россию. Да? Вот России санкции прошли, вот у нас застрял груз где-то на 3 недели. То есть они представили нам груз там, в течение 2 недель, да, максимум 8-9 дней было. Потом в последнее время 3 недели задержали, это Казахстан было, потом как бы без спроса, без ничего там останавливали, там просто там ждал груз там. Потом через 3 недели мы получали груз, да, это были котлы большой мощности. Поэтому сейчас, не знаю, вы в курсе или нет, сейчас разрабатывается в основном турецкие компании путь через Азербайджан в Казахстан напрямую, через паром. Это тоже можно уточнить. Ну, это информация для вас, да, просто. Нет, этот путь уже работает. Талантбек может рассказать более подробно. Этот путь работает. Сейчас до санкций перевозчики доставляли груз через Россию. Это максимально 15 дней было, 15 суток срок доставки груза. Сейчас в данное время срок доставки груза минимально 25 дней. Если нигде не будет никаких задержек, тогда уже 25 дней может доставить. А так выходит больше месяца, 45 дней. 15-й год декабрь и 16-й год январь, это была проблема с Казахстаном, именно с портом Актау. Там наших перевозчиков ставили под таможенное сопровождение. Потому что было некоторые нюансы по техническим моментам. Таможенная служба Казахстана не могли видеть наших таможенников. Груз доставлен, не доставлен, поэтому они ставили под таможенное сопровождение. Это очень долгая процедура. Это с области в область передавались водители как эстафету. Они могли ждать, если этот день на выходные попадали, тогда уже 2 дня они ждали наших таможенников. Когда они дальше сопровождали, ну такая процедура, это машины проходили территорию Казахстана 18 суток. А так, в обычные дни максимум 5 дней проходит территорию Казахстана. Если сильно. Да. Нет,
Вы же Сейчас сейчас сняли. Сейчас сняли. Сейчас сняли, Сейчас там такого- какое-то ограничение по сумме будет. Сейчас сняли, сейчас есть такое ограничение, если превышает стоимость товара $50 000, тогда уже опять ставит под таможенное сопровождение. И также из области в область. Да? Да. У вас попадает под это ограничение? До 50. Ну, смотрите, сейчас на данный момент мы как решили, да, проблему? Мы решили некоторые части самолетом сейчас например, пришли, да? А потом немножко дорого будет, ну, как бы это Быстрее да, это быстрее получается. И здесь у нас получилась еще вторая проблема, как бы мы вот эти оборудования в основном не продаем в Кыргызстане, продаем в Казахстан, да? Поэтому ввели вот этот 30-дневный, по-моему, месяц было, да, как бы в марте начался, да? Талон мы должны там. Нет, это уже, Приняли же, нет, это уже все. Да, вот это тоже там проблема вышла сейчас на данный момент. Это тоже возможно. Да? Я бы именно хотел бы обратиться по этому вопросу. Да? Почему так? Я специально вчера приехал с Казахстана, да? Там на границе у нас с Казахстаном стоят фуры, да? Просто они талоны, там, не знаю, паспорта предоставляют, еще что-то там, документы, поэтому это тоже важный вопрос. Ну, это вот российская санкция многим очень плохо повлияла. Многие перевозчики страдали от того, что не своевременная доставка груза, получатели здесь не получали. Груз они говорили, что уже заказ отменили. Они не платили деньги, и дело дошло до судебных разбирательств. Ну, здесь такие проблемы были. Потому что они ждали груз в конце ноября, а получилось, груз довезли только в конце января месяца. Ну, я хотел бы сделать одну такую ремарку, потому что учитывая, что Танатбек представляет подкомитет по транспорту, а наш комитет более широкий, в общем, называется по промышленной политике, поэтому у меня немножко чуть-чуть другой подход. Я считаю, что давайте из минусов делать плюсы. Что я имею в виду? Экспорт остался в Турцию? Мы страдаем. Страдаете? Вот скажите, как страдаете? Ну что, вроде бы через территорию России, через территорию Казахстана, кыргызстанская продукция, идущая в Турцию, она не подвергается никаким санкциям. Вы знаете, вот мы отправили, сейчас вот сидим с Украиной, проблема там на границе, значит, именно на российско-украинской границе, значит, завоз с товарами от нас. И в прошлом году мы отправили лошадей, экспорт, отправили лошадей в Монголию, они, русские, устроили дом настоящий на границе с Монголией. Лошадей продержали сутки, не пускали кормить, поить лошадь, значит, падать дома, мне пришлось звонить там чуть ли не Путину, там, они мне отправили письмо с ни о чем. Переправили мою жалобу просто туда, местным исполнительным. И наши таможенники, мы по телефону, наши таможенники ругались с российскими таможенниками на границе Монголии. Те придумывали бумажки, которые не бывают при люди. Вот эта коррупционная, бюрократическая составляющая, она очень мешает экспорту. Ну это таможенный вопрос, это не транспортный вопрос. У вас к транспортникам. У нас больше транспортный вопрос. Транспорту, Вот. Ну вот вы в Турцию и Украину что-то поставляете сейчас? В данный момент? То, что да, сейчас будем парку лошадей готовить туда Это экспорт. экспорт. Ну, препятствует. Сейчас, Платинник недавно получали, мы с компанией Шуру без всяких 10 долларов мы получили, вроде в течение 20 дней, 10 долларов ЖД. Да, пошли. И Украину тоже получаем, вроде тоже проблем нет, они нашли какой-то путь другой, мы с Экатаре работаем компания. Как называется? Экатаре компания транспортная, первая транспортная компания. С ними работаем, и они как бы нашли нам путь другой, не через Россию, а как-то что-то говорили где-то, и перевозят нормально. Ну, я к чему веду? К тому, что раз наш экспорт в целом остался, по импорту есть определенные проблемы, то я думаю, бизнесу нужно подумать по импортозамещению. То есть, если какие-то виды продукции, я думаю, что вполне могли бы Ну, производить это сами. же, сами понимаете, что... Не все, я согласен. Ну, что-то уже
стимул, хороший стимул. Я считаю, что из минусов нужно делать плюсы. Второй момент. Поиск поставщиков в странах Евразийского экономического союза. Потому что в России достаточно много совместных производств с той же турецкой страной. В Казахстане, насколько я знаю, здесь одна компания-застройщик, которая должна была из Турции получить, по-моему, металлопластиковые окна, а они в итоге вот разыграли комбинацию, купили в Казахстане. Ну, надо выкручиваться, что поделать. Что еще раз говорю, что пока эти политические процессы будут, их надо принимать как данность. Другое дело, что есть двусторонние вопросы, с чем я полностью соглашусь. По ним необходимо, чтобы Минтранском Кыргызстана занимал четкую позицию, защищал интересы национальных перевозчиков и национальных импортеров и экспортеров. Вот. То, что касается ЕАЭС, ответили, что рабочая группа держим на контроле. И, может быть, кто-то все-таки есть еще из импортеров. Вот тоже там. Да, у нас, к сожалению, там, например, вы прекрасно знаете, что в Москве стояло 400 контейнеров, именно связаны с теми моментами, что госрегистрация, сертификация соответствия таможенного союза. Несмотря на то, что Кыргызстан на переходном положении по техрегламентам в течение 6 лет, с нас требует казахская сторона именно сертификаты соответствия таможенного союза и госрегистрацию таможенного союза. А наших лабораторий, делающих данные документы, нет. То есть вы можете прекрасно с СЭС обратиться, что нет госрегистрации. Вот представитель импортера тоже. Мы не можем сделать импорт с Китая, потому что нет госрегистрации именно импортера. У нас не делается. Вот именно по госрегистрации мы обращались в компанию, российскую компанию, они предоставили там через 3 дня ждал оборудование у нас в этом, и оплачивали за это, да, за застой. Да, за застой. После 3 дней, вот правильно заметили, что после 3 дней мы получили госрегистрацию не у нас, а в России. Импортер Да, обращается да, в российскую это очень сложно, лабораторию. честно У нас говоря. этого нет. Почему у нас нет оборудования? У нас же вроде как бы он регистрировался. Еще, извиняюсь, я представитель компании American International, импортер медицинского оборудования. Еще нужно учесть, что мы закупаем оборудование, которое еще не продается в странах таможенного союза. Нужно в какой-то мере с гордостью сказать, что мы быстрее идем, у нас процедура регистрации медицинского оборудования у нас занимает меньше времени, чем в Казахстане, в России, в Беларуси. И вся новинка в первый раз попадает в Кыргызстан. Оно еще не подтверждено, и безопасность еще не подтверждена в странах таможенного союза, и, соответственно, мы сейчас не можем себе это оборудование завести. Нам нужно дождаться, либо, не знаю, образцы завозить, но наш рынок не позволяет нам заняться такой большой процедурой подтверждения соответствия, потому что это скажется потом на себестоимости. У нас сейчас вот, в транспортной компании стоит вопрос, как нам сейчас завести по одному проекту медицинское оборудование из Китая. Просто госрегистрация, потому что самый дешевый маршрут это ЖД перевозка через Казахстан. Казахстан требует все равно таможенный союз. Почему не учитывает наше ни переходное положение, ни наш техрегламент? Почему? Давайте я вам отвечу на этот вопрос. Прежде всего, это безопасность. Почему ввели в таможенном союзе регистрацию? То есть регистрация должна производиться заблаговременно. Прежде чем завести в страны таможенного союза какой-то товар, вы должны его зарегистрировать, вы должны доказать его безопасность. Вы понимаете? Не обязательно заводить, допустим, образцы. Достаточно будет, это, конечно, решает орган, который будет сертифицировать. Достаточно будет, мне кажется, в основной части они работают с документами. Из чего произведен товар, схема, вот это все. Вот. Вы понимаете? То есть все вот эти процедуры делаются до ввоза товара. А вы с этим от незнания сталкиваетесь только когда у вас на границе товар встал, вас не пропустили, вот вы с этим столкнулись. То есть это делать надо заблаговременно. Прежде чем заключить договор, нужно регистрацию сделать товара. Другой вопрос. Вполне возможно, что Казахстан и Россия этот товар уже завозит. В регистрацию он уже есть. Вам нужно просто-напросто убедиться, что именно потому что регистрация дается на товар. Не на, допустим, не на перевозчика, не на хозяина, который везет этот товар, а просто на товар, что именно вот такое наименование товара можно возить в страны таможенного союза.
В отношении товаров, которые вот широко используются, там проблем нет. Если Казахстан, Россия, Беларусь его завозили, ранее он уже зарегистрирован. Но в отношении медицинского оборудования, которое вы сказали, здесь вопрос действительно немножко посерьезнее. Но опять же, нужно все это делать заблаговременно. Если нет в Кыргызстане этих лабораторий, они есть в России и в Казахстане. И не обязательно туда везти само это оборудование. Мне кажется, изначально нужно поработать с документами, с производителем, который дает, потому что во всем мире никто не тащит на экспертизу оборудование, все работают с той документацией, которую дает завод-изготовитель. Согласны? Этот вопрос уточняли, нам уже сказали, что по этому коду нужно будет провести испытания на электромагнетическую безопасность, на электрическую. Мы уже проверили, нам сказали, ближайший вариант это отвезти в Казахстан, в аккредитованную лабораторию, провести испытания. Мы Да. пока завести не можем. Образцы завозите, там можно заявить немножко другую процедуру. Именно что образцы для испытаний. То есть вы должны обязаться, что в таможенной законодательстве существует ряд процедур. Не обязательно, что вы его завезли и оставили его на территории таможенного союза. Есть процедуры, согласно которым вы берете на себя обязательство, что вы его завезли, провели испытания и обратно отвезли в Китай. Понимаете? То есть немножко, конечно, дороговатая получается процедура, но у этой процедуры есть такая возможность. Если, допустим, лаборатория дала вам такое заключение, что товар может быть использован на территории таможенного союза, вы можете уже процедуру поменять и оставить его на территории союза. Понимаете? А как же с вопросом, что Кыргызстану дали переходный период, то есть он учитывается? Это разговор переходный период Кыргызстану дали в отношении тех регламентов. То есть это касается товаров, которые производятся на территории Казахстана, на территории Кыргызстана. Эти товары пока без сертификатов таможенного союза могут свободно перемещаться по территории таможенного союза. Речь идет об этом. А если Кыргызстан завозит, то есть импортирует из третьих стран? Из третьих стран обязательно, если товар, есть перечень, вы знаете, товаров, которые обязательно регистрация, сертификация, это обязательно. То есть переходный период не распространяется на них? Нет, конечно. Речь идет только о производителях Кыргызстана. На них распространяется вот этот вот переходный период. Что здесь могут производить пока продукцию, которая, возможно, не соответствует требованиям таможенного союза. Вот об этом идет речь. А то, что касается ввоза из третьих стран, естественно, любая страна, безопасность продукции, это в первую очередь, я так считаю, даже не сколько деньги, безопасность продукции, она всегда была на первом месте в любом государстве. Поэтому таможенный союз так защищает вот эти вещи. Еще такой момент. Мы, перевозчики, сталкиваемся с проблемой, что практически каждый наш контейнер идет на обязательное взвешивание с казахской стороны. Это как закономерно? Нужно ли это делать? Потому что, например, был такой случай с нашим, одним клиентом, когда тот же Алтынколь перевешивал, нашел перевес там где-то в 250 килограмм, поставил контейнер на хранение на СМК частное. Клиент подал обратную апелляцию, заставил перевешивать, и не было перевеса. То есть пропустили. Это, мне кажется, немножко такое субъективное отношение. Я хотела спросить, это железнодорожные контейнера? Да. Возможно, где-то это субъективный момент, может быть, это человек какой-то, что-то, я не знаю. Просто-напросто эта компания должна была подать в суд и взыскать с таможников ту сумму, которую потратили на СВХ. Просто-напросто. Все затраты предоставить, подать в суд и взыскать с виновного лица вот эту сумму. Просто из-за того, что мы не хотим возиться, это, я понимаю, это время, это деньги, и никто не хочет, поэтому вот эти вещи процветают. Да, и тем более, к сожалению, Кыргызстан реально сейчас все равно сидит на китайском импорте. Мы реально возим сборники. Сборникам подозрительное отношение. Практически каждый контейнер на полный досмотр идет. Вы знаете, здесь в отношении полного досмотра я могу сказать, что таможенные органы работают строго по системе управления рисками. Вы знаете, что китайский товар, в основном он сидит в системе управления рисками, он рисковый товар во всех отношениях. Поэтому здесь ничего нельзя сделать. Здесь специалист, он даже не выбирает досматривать, потому что в этом плане сейчас в Казахстане очень жесткое законодательство. Если без предписания системы управления рисками произвели досмотр и ничего, допустим, не обнаружили,
очень жесткое наказание получают таможенники. А когда система управления рисков сработала, он обязан его досмотреть. Если он его не досмотрит, получается коррупционное правонарушение, что он... Это именно система управления рисками порождает коррупционную составляющую. Вы прекрасно знаете, что любой перевозчик платит, чтобы не досматривали, чтобы не останавливали. То есть это большие сейчас деньги. Ну, вы знаете, я не могу сказать за каждого. Вы знаете, что такая же составляющая и здесь. Вот я себя слышала в Кыргызстане. То же самое и в России, когда у нас границы открывались. Это везде есть. Дело в том, что если вы сами будете с этим бороться, а не так, а ладно, вот тебе 5 рублей, и я поехал. Естественно, ничего не решится. Вот человек столько дней продержали, у него груз на СВХ, он просто проглотил и уехал. Ну, я не знаю, мне кажется, здесь надо бороться с этим делом. А не будет ли Любой дискриминации? Потому что вот, ну, чего опасаются многие предприниматели, это вот я тоже пробовал экспортировать в Казахстан из Кыргызстана. Вот предприниматели опасаются, что если они... А у нас есть привычка судиться всегда. Мы сразу в суд подаем. Но в Казахстане мы с этим испытали проблемы, потому что действительно судебные издержки оказались выше, чем вся стоимость партии товара, который мы собирались экспортировать. И потом нам сказали, что потом вы просто не въедете больше в Казахстан никогда, и на всех постах вам просто вас будут избирательно не допускать. Вот так нам сказали, и мы отказались от этой идеи. Нет, ну зачем? Ну как вот, как, вы знаете, что все регламентируется законодательством, законодательство распространяется вот это вот запреты, они распространяются на товар, на нарушителя или еще на что-то. Ну как они могут запретить? Ну не знаю я. Это смешно нам даже. так вот дали понять, сказали даже прямым текстом. Вот мы легко стушевались. сказать, и проглотить тоже легко. Вы знаете, что вот этих коррупционных моментов ни одна из наших стран таможенного союза она не избежала. Везде они есть, но я считаю, что все равно надо с этим бороться. Вот как сейчас я прослышала, Караму. Ну это 100% не должен пускать таможенный орган через этот пост. Там и не нужно никаких двухсторонних пост, он предназначен только для Таджикистана и Кыргызстана. Все. Тоже 100% коррупционный. Там не надо законодательство менять, не надо обращаться к премьер-министру, еще кому-то. По этому вопросу у нас были такие намерения, вот именно Министерства транспорта. Сейчас надо будет рассмотреть выдача лицензий на международные автомобильные перевозки индивидуальным предпринимателям или физическим лицам, либо им вообще запретить выдачу лицензий на международную перевозку. В связи с их частыми и грубыми нарушениями, пренебрежением правил осуществления международных автомобильных перевозок в иностранных государствах, вследствие чего в мировом сообществе формируется отрицательное отношение к отечественным перевозчикам, международным автомобильным перевозчикам в целом. В связи с чем предлагаем установить следующий лимит. Вот условия, что всех перевозчиков, которые индивидуально делают это патентом, вот их надо подгонять под флагом юридических лиц, потому что они никакой ответственности не несут. Ряд того, что они еще нарушают очень грубые эти нарушения, делают за пределами Казахстана. И все смотрят на нас как на контрабандистов, всех перевозчиков. Поэтому всех перевозчиков заставляют полный досмотр делать. Или там на рентген заезжают, загоняют. В Казахстане в основном есть эта процедура, есть в Грузии. Сейчас уже турецкие власти начали рентген. Потому что многие перевозчики начали нарушать международные правила, они начали завозить контрабандные товары. Вот из-за таких случаев у нас есть такие проблемы. Это тоже касается наших перевозчиков. Человек купил за 7000 сомов патент на международную перевозку и пошел по всему миру гулять. Потом где-нибудь что-нибудь сделает, скажет кыргызский перевозчик. Все. Там не осуждает, там такая фирма или это, там кыргызский перевозчик и все. И все. На следующий момент, если кыргызские перевозчики заезжают на этот КПП, они уже заставляют их полную осмотр делать. Потому что таможенный орган имеет полное право. Они скажут, мы подозреваем. И все. Ну, на самом деле, Талант, эта проблема, с этой проблемой к нам уже обращались такие предложения. То есть здесь
сути, проблемы не только во внешних факторах, есть проблемы внутри. Да. Проблема, в первую очередь, касаемо и самих перевозчиков. Вот здесь есть представитель компании, вот мы переговаривались именно на эту тему, вот я думаю, он тоже пару слов добавит. По поводу вот лицензии, да, для частных перевозчиков. Вот за прошлую неделю я знаю точно то, что пропало 2 машины с грузом. Одна машина была с помидорами, другая машина была товар народного потребления. Частные извозчики. Также на наших номерах наших не российские, не казахские перевозчики. Это наши. То есть получили как частный предприниматель. Они здесь загрузились, также взяли патент за 7000 сомов. У них есть своя лицензия. Они здесь загрузились и уехали. То есть никакой ответственности. Ответственность любая. Ее просто нет. Да, вот, коллеги, я тоже хочу добавить, вот сегодня обижались, я по долгу службы была, с этим сталкивалась. Действительно, даже у нас в Казахстане, как бы мы этого не хотели, но очень негативное отношение к перевозчикам Кыргызстана. Очень негативное отношение было. Таможенные органы всегда боялись, если везет кыргызский перевозчик, даже если у него есть ТИР, все равно старались себя как-то защитить, потому что ну, 70%, что груз пропадет. Вы знаете, мы сами вот сколько взыскивали, мы смогли только с 5 перевозчиков, то это с юридических лиц мы смогли взыскать стоимость платежей, которые пропали товаров, а по физическим лицам они вот, допустим, ну, естественно, уже перестраховываются во всех, вот вы говорите, что это в Казахстане, в России, все знают, поэтому я считаю, что коллега предложил очень такой вариант, что лицензирование, все-таки международными перевозками должны заниматься юридические лица. Да, это вопрос многих, кто поддержит, то есть лицензирование на самом До деле. вхождения Таможенного союза Кыргызстана по территории России потеряли 138 машин. Это грузы, выехавшие из Литвы и Латвии, в основном с Европы. 138 машин потерялись на территории России. Сейчас Россия не признает книжки МДП из-за этих проблем. Они сейчас ставят эти счета на нашу республику. Рано или поздно, если суд они проиграет, наше правительство, нам придется это с государственного бюджета заплатить вот это все ущерб. А делали это кто? Физические лица. Они никаких ответственностей не несут сейчас. Точно таких же моментов много с Казахстаном, я знаю, с Казахстаном. Очень много. Ну, это вот оборотная сторона избыточной либерализации. С одной стороны, бизнес говорит, вот, дайте нам свободу тут, снимите с нас лицензирование здесь, а в итоге приходит к тому, что мы теряем контроль. Хотя вот Искандер, наверное, свое мнение по поводу саморегулирующегося рынка, скажете, наверное, как по этому поводу. Ну, раз вы спрашиваете, да, обычно я как бы уже давно не говорю, потому что, ну, уже сказано. Ну, и раз вы спрашиваете, вообще очень сильное развитие, ну, для нашей страны. Ну, у нас же нет таких дополнительных конкурентных преимуществ, как, например, техническая культура, база. У нас нет достаточной степени минеральных ресурсов, да, ликвидных. У нас есть минеральные ресурсы, но их разработка очень много потребует инвестиций. А потом, естественно, у нас также нет стратегического положения, то есть выхода к морю, да, транспортным коридорам. Единственный способ для нашей страны это вот развиваться хорошо было бы, если бы внутри нашей страны, если бы мы не были в таможенном союзе, во-первых, во-вторых, если бы по 90 или по 70% товаров, да, наименований товаров, которые вот у нашей ГТД используются, да, в ТНВ, была бы нулевая пошлина таможенная, да, тогда бы у нас была бы действительно большая конкурентоспособность в сравнении с соседями, потому что у нас достаточно было бы по нулевым пошлинам можно было бы ввозить сырье и было бы рентабельно размещать производство даже инвесторам из соседних стран, да. И, соответственно, как бы мы бы держали бы низкие цены по сравнению с нашими соседями и могли бы действительно беспрепятственно, ну, в какой-то степени, да, беспрепятственно экспортировать произведенные у нас товары соседям, потому что мы бы выигрывали в сочетании цена-качество, да, то есть цена как минимум была бы меньше. Но я понимаю, что это бы нарушило национальные интересы наших соседей, потому что конкурент, то есть рыночная конкуренция
в которой, мы, если как государство, если бы эти условия держали бы, то могли бы дешевле товары продавать. Она естественно, как бы считалась бы угрозой национальным интересам, рынкам, производителям, бизнесменам стран соседей. Да? Но так как у нас страны-соседи, как бы, у нас в нашей стране больше к рынку доверяют, да? То есть рынок, то есть что это такое доверие рынку? Это уничтожение контроля государства над рынком, да? То есть снижение регулирования рынка. Это доверие к рынку. У нас больше в стране это есть. Может быть, это называется безалаберностью, халатностью и отсутствием полного контроля. Но у наших соседей есть больше государственного регулирования рынка, соответственно, меньше доверия к рынку. Соответственно, у наших соседей получается такое, они сами являются бизнесами. Да? То есть они не позволяют гражданам, в том числе чужих государств, самим участвовать на рынке, то есть конкурировать на одном уровне. А там государство уже берет роль бизнеса. Да? Например, если бизнесмен пришел, заплакал, обратился к государству, сказал, в Кыргызстан нас завалил дешевыми товарами из Китая, или кыргызские бизнесмены научились производить что-то дешевле, естественно, всегда можно найти причину ограничить поток кыргызских товаров. Ну, это для примера. Да? Вот в итоге, как бы в этих условиях, да, я понимаю, именно поэтому мы вошли в таможенный союз, именно поэтому, по политическим причинам, именно из-за схемы реэкспорта, которая у нас была, да, через Китай. И именно поэтому мы утратили все эти позиции, потому что страна у нас в военном отношении слабая, в экономическом отношении тоже слабая, в политическом отношении зависимая, да, наша политика очень сильно зависит от политики соседей. Но мне, вот, раз уж вы мое мнение спросили, я спрашивал да, в узком сегменте, да, как вот репутационные риски. Я бы сказал так, да, что на самом деле частные предприниматели, которые занимаются откровенной контрабандой, откровенным, извините, это воровство, это просто, я так понимаю, вам не заплатили, да? Знаете, и, соответственно, речь идет о чем? О том, что свобода предпринимательства, государственное регулирование и репутационные риски. Вот три угла, в которых я вот вам вопрос задавал. То есть как нам оставаться в свободном бизнесе, но при всем том страну, имидж страны не подрывать, а наш имидж страны подорван уже. А я думаю, что здесь как бы очень важно было бы, да, самое, как бы, вообще контрабанда для страны, у которой мало конкурентных преимуществ, является благом на этапе ее экономического становления. Уже 24 года, хватит уже. Да, когда если в стране как бы есть техническая культура определенная, да, то страна... Давайте выращивать техническую культуру, чем оправдывать контрабанду. Ну, это, я так понимаю... Перейдем в продуктивную. Да, вот еще. У нас, знаете, еще проблема, даже, допустим, когда мы грузим Монголию, перевозка через Россию по плохим дорогам на где-то 2500 километров длине получается. Если бы у нас вот отрегулировали вот эту перевозку через Китай, нам очень нужно вот эту перевозку через Китай на монгольский рынок. Нам очень нужны тихоокеанские порты. Значит, перевозить продукцию через, допустим, отправка через Казахстан железной дороги выходит в 2 раза дороже перевозка. Если бы у нас была своя железная дорога, нам, конечно, было бы в 2 раза дешевле. Но все равно вот отрегулировать вот это направление на Тихоокеанский порт. У вас большой объем экспорта? Ну небольшой, но все равно нужен. Мы бы его нарастили бы. Ценные, да, ценные, да. Да, у нас лошади ценные, дорогие, мы можем отправлять большой, это в смысле денежный, это будет большой объем. А может быть по грузообороту не очень большой объем. Ну, вот это направление, значит, Тихоокеанские порты и Китай, транзит через Китай. И, соответственно, еще раз повторюсь, у нас проблема с перевозкой в третьи страны
касается и экспорта, то, что касается импорта, то, что касается проблем перевозчиков и так далее. То есть я считаю, что торгово-промышленная палата, которая уже практически 1000 членов, и в совокупности это 40% всего ВВП страны уже стало, вполне имеет право голоса, вполне имеет право инициировать вопросы на уровне правительства, на уровне советов, которые были по развитию инвестиций и так далее. Плюс, тем более, напрямую в ЕЭК. В данном случае, вот, по сути, можно сказать, что кыргызстанский бизнес меня делегировал в Евразийскую комиссию в том числе, потому что, видите, я не расстался с комитетом в ТПП. Это тоже большой плюс. Можно, да, я вот по поводу выдачи патентов. Я думаю, наверное, мы подготовим транспортных компаний, объединенных торгово-промышленной палатой. Есть такое предложение. Я думаю, сразу в копию, наверное, поставим премьер-министра, да, а письмо будет, или аппарат премьер-министра, а письмо будет адресовано Министерству. Еще один вопрос такой есть по поводу наших перевозчиков. Сейчас на нашем рынке очень много казахских перевозчиков. Сами это знаете, сами видите. Много российских. И знаете, что казахские, что российские перевозчики, они ездят в 1,5 раза дешевле, нежели наши. У нас очень сильно упали ставки. У нас ставок практически нет. Есть свои клиенты, клиенты отказываются, им гораздо проще выехать вот сюда на объездную, подойти к любой казахской фуре, и он на $500, на $700 он поедет дешевле. Почему, допустим, наш транспорт, если получается в нашем транспорте, водителям нужны дозволы, они должны покупать, что в Казахстане, что в России. Если он есть с России на Казахстан, допустим, там либо с Казахстана на Россию, а и у них нет. То есть у них полностью руки развязаны, ничего не надо покупать. Если, допустим, в казахской, российской стороне вести также в третьей страны, чтобы они тоже покупали дозвола. Нет, сейчас Казахстаном у нас в уставном порядке никаких разрешительных документов нет. Если мы, казахские перевозчики из Кыргызстана в третьей страны будем ходить, дозвола есть. Разрешительные документы есть. Каботаж. Обмен был уже у нас. Но знаете, здесь еще такой вопрос есть. Наши перевозчики практически все двигаются по-своему. Мы сейчас хотели, вот уже 2 года длится, хотели собрать всех в одну кучу и со всеми проблемами обращаться в Министерство транспорта или в МИД. Такая же ситуация с Китаем у нас была, очень много проблем. Но, к сожалению, когда для перевозчиков выгодное собрание, они приходят, когда вот такие проблемы, и надо будет время выделить или там пожертвовать какими-то частями финансов, они не приходят. А когда выходят такие проблемы, они вот там пишут, здесь пишут, но в одиночку они ничего не добьются, наверное. Надо собраться под одной крышей и двигаться вместе. Ассоциация перевозчиков. Господин Шабданалиев, насколько я знаю. Есть АМАП. Есть АМАП, потом продает интернет. АМАП, Каблер хорошо продает. Ну, кстати, во многих странах мира цивилизованная практика говорит о том, что этим вопросом занимается на самом деле торгово-промышленная палата. Но у нас такой рынок, к сожалению, не дадут нам, наверное, да, возможности. Хотя у нас релевантность очень высокая. Еще раз повторю, самая крупная бизнес-ассоциация. Надо тоже этот вопрос поднимать. У нас мультисекторально, у нас нет интереса в одном секторе. Ну, и прозрачность этого больше, на порядок. Ну, элементы демократической выборности. По вашему вопросу, именно по транзиту Китая. Сейчас наша страна уже 25 лет старается проехать до Урумчи. Нам не дают транзита. Наши перевозчики может заехать только до Кашкара. Это 160-180 километров от границы. А казахским перевозчикам дают разрешение только до Урумчи. В прошлом году осенью мы, когда собирались в Урумчах, казахская сторона и наше министерство ставил такой вопрос китайской стороне, что они дали нам разрешительные эти транзиты
Если наша машина заехала с Торгарта, через Кашкар он может выехать с Урумчи, с Харгоса, мог выехать. Потому что в Китай заехать, там страна такая темная, там ничего не можешь объяснить. Сейчас, если ты заехал с Торгарта, должен выехать обязательно с Торгарта. Например, если у тебя груз есть на юг Кыргызстана, ты не можешь выехать через Иркиштан. А там разница 30 километров всего лишь. Но китайская сторона никак не разрешает. А наоборот, если будем смотреть, китайские перевозчики до Бишкека доезжают, и никто на это никаких запретов и ничего не делает. Ну, к тому же сейчас Китай собирается присоединиться к конвенции МДП, то есть не дай бог, конечно. 16-го. Тогда то, что вы жалуетесь, что казахстанские перевозчики на въездной стоят, это цветочки. Когда здесь будут стоять китайские фуры десятками тысяч. Будете же обращение делать к премьер-министру. Вот этот вопрос все время стоит, по железной дороге. Нам бы очень удобно было бы, если бы подписали договор по железной дороге через Китай. Он нам, экспортерам, очень важен. И через Узбекистан, и через Китай нам нужны Тихоокеанские порты и транзит через Пуилу, значит, Европы. Я отвечу так, что у нас есть Евразийский экономический союз, в рамках которого мы предпринимаем достаточно значимые усилия. Он существует де-факто с 1 января 2015 года. Это самое молодое интеграционное объединение вообще в мире. И сейчас решаются вопросы, кстати, завтра будет обсуждаться на консультативном комитете, о концепции общего транспортного рынка, объединенной, согласованной транспортной политики. Во-вторых, о дальнейшей либерализации перевозок внутри ЕАЭС. Поэтому то, что вы говорите, в частности, определенные трудности при экспорте через казахстанские пограничные посты, я думаю, они будут поэтапно сниматься. Потому что Москва не сразу строилась. Ковид тоже с гаммы начинал, понимаете? А то, что вы хотите Кыргызстан ввергнуть, извиняюсь, в долговую зависимость на 6 миллиардов долларов, вы не думаете, да, о том, что построив железную дорогу здесь, которая не имеет, по сути, глобальных перспектив, вы хотите, чтобы мы сейчас залезли в долг? Я считаю, что надо, наоборот, наше правительство настраивать на то, чтобы максимально защищать интересы сегодняшние. В данном случае есть Евразийская экономическая комиссия, есть наши соседи. Давайте этот вопрос дожимать. Потом уже поэтапно к этому вопросу придем. А то, что, извиняюсь, у нас масштабы экспорта мизерные. Это вы просто молодец, что вы можете выходить на Тихоокеанские порты. Я вообще преклоняюсь перед вашей, так сказать, энергией и мужеством. Но таких, как вы, единицы. Единицы в стране. Мы региональная экономика, нам, дай бог, нормально здесь торговать с соседями, это уже было бы большое дело. А нам эта же дорога сейчас, поверьте мне, я 2 диссертации защитил на это дело. Нам эта дорога сейчас, кроме головных болей и заработка инфраструктурной мафии, она ничего нам не даст, поверьте. Я вам книжку подарю. Вы знаете, я с вами не соглашусь. Допустим, когда Атамбаев объявил там с Атаковым, что подписывается договор по железной дороге, мы очень обрадовались. Во-вторых, экспорт, он же наращивается. Вот, допустим, в прошлом году мы отправили так пробно, ну, где-то порядка на 50, на 100 тысяч долларов там, по лошадей, да, в этом направлении, в восточном направлении. Если бы, допустим, не было бы этих проблем с российской таможней, с российскими дорогами и так далее, да, а была бы, допустим, железная дорога, мы бы тоже наращивали этот экспорт. У нас достаточно большие возможности, значит, экспортировать отсюда лошадей, допустим. Вот только одну позицию, да. И говорить, что это нам железная дорога не нужна, я не знаю, какую вы диссертацию защитили. Значит, казахам нужна дорога эта. Они 3 порта купили на Тихоокеанских, 3 порта купили, да? Поставили вторую железную дорогу, да? Поставили сейчас 3-ю строят железную дорогу, им нужна. А нам, значит, не нужна, я не знаю, что за диссертация. И Россия тоже Транссибирскую магистраль ведь попросила китайцев, ну, то есть присоединиться, да, к Транссибирской магистрали. Через Транссиб, получается, китайский путь.
Кстати, что совпадение, да, сначала в Кыргызстане экспертная группа отказывается, говорит, ширина колеи не совпадает, давайте не будем строить железную дорогу. Депутаты выходят против, и тут же в России заключается соглашение о Транссибирской магистрали, которая будет из Китая, да, соединяться. А год спустя тут же в Казахстане соглашение, что Китай построит железную дорогу через Казахстан. То есть контекст не вырывайте. Россия работает с 19 века, и, слава богу, нормально работает. Вопрос к китайской восточной железной дороге, КВЖД знаменитая, тоже это, в принципе, все. Вопрос заключается в том, что если мы хотим следовать в фарватере Китая, раз вы уже подняли такую геополитическую проблему, то давайте сейчас себя признаем, что мы район СУАР. Смотрите, вот здесь такой момент. Здесь такой момент. Смотрите, если Китай, например, был бы способен захватить Кыргызстан, то Тайвань бы там, с Тайванем бы вопрос быстро решили. Знаете, вы сейчас уподобляетесь тем мужчинам, которые бросают своих старых жен, считая, что новая молодая жена вот как бы даст, так сказать, перезагрузит его жизнь. В том плане, что когда вы до конца, мы все вместе здесь сможем максимально использовать тот потенциал, который у нас сейчас открылся в рамках интеграции, да, понимаете, еще раз говорю, что все сразу не делается. Есть существующие железнодорожные сети, давайте их загружать. Есть какие-то институциональные барьеры, давайте их преодолевать, нет проблем. Мы за 24 года независимости построили 0 километров, 0 метров железной дороги даже внутри страны. Вы север с югом, кто-нибудь пытался у нас соединить? Насыпь только один, этот Нурлан один насыпал такой, 7 километров насыпи. Все, на этом закончилось. Нам страну надо соединить, север-юг. Потом уже думать про экспорт-импорт. Потенциал внутренней торговли реализован на 35% только. Понимаете? Подождите, но ведь... Допустим, мне интересно не торговать Россия, скажем, пускай там 120 миллионов, там, 120 миллионов, там реально 140 они говорят, но 120 миллионов нищих. Мне, допустим, лучше экспортнуть на Тихоокеанский порт. Это же Япония, 120 миллионов богатых людей. Меня вот этот рынок интересует. Меня не интересует эта нищая Россия. Ну, замечательно, вы так считаете, что Россия нищая, мы так не считаем. Вопрос заключается в том, что речь идет о том, что есть конкретный личный интерес вас как бизнесмена, который я уважаю и признаю, и есть интересы страны. То есть, если мы себя позиционируем как региональная экономика с элементами экспорта в дальнее зарубежье, то давайте, нет проблем, никто нам это не мешает. У нас проблема в том, что за 24 года независимости было высказано слов столько, чтобы если мы продавали слова, мы были все миллиардеры. Клод Клыч, можно это альтернативное мнение Вот. высказать? Вы, Вопрос заключается в том, что давайте требовать со стороны правительства, раз касается вопроса железной дороги, наращивать экспортный потенциал, отрабатывать его на уровне региональных и на уровне интеграционного объединения, а потом уже замахиваться на дальние рынки. Я ваш случай не беру, ваш случай уникальный. Вы занимаетесь породистыми лошадьми. Да? Клод Клыч, мы занимались моделированием экономики, да, ну, группа есть такой, кружок экономистов у нас свой. Мы занимались моделированием экономики, и мы считаем, что первые, ну, это альтернативное мнение, я думаю, что вы не будете не против. Завтра будет круглый стол вечерний, я вас приглашаю, вы его непосредственно господину Ибраеву. Я надеюсь, вы не будете против, если я выскажу эту мысль. Мы считаем, что первым, самым главным элементом, то есть главным фактором сохранения суверенитета нашей страны является развитая экономика и именно развитая коммуникационная структура, которая позволит соединить производственный потенциал Китайской Народной Республики, да, через Кыргызстан, через промежуточные страны, китайской размером колеи железной дороги, потому что он евростандарт, до Европы, да, то есть в Турцию, до портов Турции. Мы считаем, что, ну, мы посчитали, и считаем, что китайцы, например, могут взять полностью железную дорогу под управление свое, и при этом наша страна не войдет в долговую яму. Но при этом мы получим сильнейшую коммуникационную сеть, в которой у нас, вот мы измеряли, да, стоимость и длину железной дороги. Через Кыргызстан это самый географически короткий путь будет. И мы получим большой пассажирный поток. Упирается в железнодорожные паромы, которые в Турцию. До портов А как вы Турции. в Турции будете обходить озеро Ван? Вы это просчитывали? Ну, дальше с Турции куда вы выходите? Если мы хотя бы до Турции дотянем из Китая железную дорогу, дальше это уже будет вопрос Турции.
Хорошо, это тема отдельной дискуссии. Давайте, если вам, Искандер, очень интересно выразить свою точку зрения на уровне, была ли у Кыргызстана альтернатива евразийской интеграции, я вас официально приглашаю. Если он состоится, я вас извещу. Нет, это круглый стол, который в вечернем Бишкеке, он достаточно узкий, да. А по поводу выступлений, вы можете эти же вопросы задать министру Евразийской экономической комиссии Ибраеву. Вот сегодня в 14:00 в конференц-зале, в актовом зале КЭУ, Кыргызского экономического университета, будет лекция. И 1 апреля в 14:00 в новом корпусе АУЦА. То есть, в принципе, мы сделаем такую рассылку. Поэтому приходите, задавайте ему эти вопросы. Я думаю, что он уполномоченное лицо. В данном случае лицо слишком заинтересованное в своей позиции. Поэтому я считаю, что нам, вот у нас есть подкомитет по транспорту, мы готовы регулярно собираться, готовы все это обсуждать. Пока у нас тематика сегодня была достаточно узкая, разрешение тех проблем, которые возникают у кыргызстанских импортеров и кыргызстанских перевозчиков в связи с перевозками из Турции и с Украины. Я думаю, что мы ее в целом обсудили, и, как мы согласовали с Нурланом Жулдузбековичем, все предложения от членов палаты и участников сегодняшнего заседания будут обязательно рассмотрены и приняты. Будет обращение, да? Конечно, да, мы будем обращаться непосредственно. Поэтому вам... Да? Можно я вот хотела бы анализ регулирования, который сейчас реализуется правительством. Он заключается в его цели, это реформа государственного регулирования предпринимательской деятельности. И вот сейчас я бы хотела попросить транспортные компании немножко остаться. У нас к вам несколько вопросов. Это в части лицензионно-разрешительной системы, высокогабаритного контроля и транспортного контроля, который осуществляется транспортными Министерством транспорта и коммуникаций. Если вы могли бы нам уделить минут 15 времени. Все, спасибо вам большое. Надеюсь, до скорых новых встреч. Ну, вы и сами услышали, да, из материалов круглого стола, из высказываний участников, что проблем очень много. Грузы из Украины и Турции, и грузы в Украину и Турцию, и даже в другие страны не пропускаются таможенными органами Казахстана и России. Коррупционный элемент очень наличествует. И, соответственно, как бы это сильно мешает нашим перевозчикам, транспортникам. Сильно мешает экспортерам, импортерам. Я думаю, что сейчас будет подготовлено обращение торгово-промышленной палаты. Удастся сконцентрировать внимание наших властных структур на данном вопросе и каким-то образом повлиять на текущую ситуацию, улучшить ее. Это policy making. Я думаю, что это единственный цивилизованный путь изменить ситуацию. Тем не менее, нам надо четко понимать, что друзей у нас практически вокруг страны нет. И нам надо быть сильнее, умнее, хитрее, интеллектуальнее, чтобы преуспеть, чтобы выиграть в этой экономической войне.